Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Пасля працяглага, ну вот неяк вот прывык я ўжо часцей бачыць нашу госцю у нас в эфіры, а вот тут паглядзеў я амаль месяц, не было яе, але тым больш прыемна бачыць экспертку ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістарка эканомікі Аліса Рыжыченко у эфіры Еврорадио. Добрый день, спадарня Аліса. Добрый день, Звети. Ну что ж, нам, по-першае, подкинули самую любимую усіх беларусаў тэму, это курс доллара. Але про яго мы з вами поговорим трошечку пазней. Хай больш людзей збярэцца до нашага эфира, каб гэтую важную тэму, ну любимую, як беларусы заўсёды лічуць, а колькі гэта ў доларах. Так что гэтая тэма, безумоўна, будзе ў нас і вельмі так актыўна мы яе будзем абмяркоўваць, але трошку пазней. А пачнем мы з іншага. Апроч таго, што адбываюцца такія цікавыя розныя штукі с курсом валютаў долара, найперш у той же час адбываецца і дзіўная сітуацыя с ВВП, ВУП по-беларуску. Так вось, ўсё ж таки, што з ім, з гэтым ВУПам адбываецца і за кошт чаго адбываюцца гэтыя змены? Ну да, Дмитрий, вы правы. По результатам мая мы увидели прирост ВВП в годовом исчислении более 5%, 5,2%, а в мае непосредственно месяц к месяцу рост составил 5,6%. И, конечно, это достаточно высокие показатели, но тут нужно смотреть на то, за счет чего обеспечены были эти показатели. И как раз у нас на первое место выходит промышленность, которая добавила 8,4 пункта добавленной стоимости и, соответственно, 2,4 процентных пункта к ВВП. И это происходит у нас за счет высокого спроса со стороны России на продукцию военно-промышленного комплекса. Это происходит также за счет торговли, которая тоже добавила достаточно много, 1,3 процентных пункта ВВП. И это все, естественно, тоже спровоцировано достаточно искусственным способом, путем повышения, небывалого повышения зарплат для белорусов и повышения внутреннего спроса за счет льготных кредитов, которые тоже сейчас бьет все рекорды. И у нас есть еще небольшие такие, скажем так, положительные факторы в виде сельского хозяйства, то есть небольшой сдвиг повсемной, он как раз отыграл, допустим, там не в марте, не в апреле, а в мае месяце по итогам ВВП. И, естественно, это мягкая монетарная политика, как я уже сказала, это льготные кредиты не только для физических лиц, которые провоцируют внутренний спрос, но и для юридических лиц. Сейчас средняя ставка для юридических лиц составляет порядка 4-5%. Это минимальный уровень за очень долгое время в Беларуси. И, конечно, это все позволяет предприятиям с помощью инвестиций в машины и оборудование наращивать выпуск производства. Вось, дарэчы, я, можа быть, трошечку просто по ходу, каб удакладняцца і тэмы подкидывать. Вот вы узгадали такую рэч, як праца на расійскі военно-прамысловы комплекс. Днямі бачыў інфармацыю, навіну про тое, что вялікія запазычанасці по аплаце беларускіх вось гэтых тавараў, вырабленых для расійскага ВПК, існуюць. Гэта сапраўды праблема, гэта сапраўды нейкая такая ситуация незразумелая, ці, может быть, это для нечага адмыслова укидывали такую информацию? Даже если это и правда, то, конечно, возможно такая ситуация. Это является проблемой для белорусских предприятий, потому что сейчас каким образом происходит наращивание производства. Предприятие ограничено в цене, потому что у нас действует регулирование цен внутри страны. И для того, чтобы производить большое количество, нужно обеспечить выросшие издержки. А обеспечить их возможно только за счет нового кредитования. И если ты деньги назад за свои товары проданные не получаешь, у тебя, первое, нет денег платить зарплаты, а сейчас они выросли, да, в мае месяце у нас прирост реальной зарплаты в Минске более 11%, то есть это реальная зарплата. И
у нас растут издержки на, как бы на увеличение объемов производства. Если у тебя нет этих денег, и ты не можешь платить кредиты, то есть это говорит о том, это приводит к тому, что у нас снижается рентабельность предприятия и возрастает риск банкротства предприятия, как по итогу, да, из-за невозможности погашать свои кредитные обязательства. Естественно, это плохо для предприятий. Но я не думаю, что это критическая ситуация, когда мы говорим про Россию. То есть, возможно, да, задержки, но я не думаю, что это будут такие длительные, долгосрочные задержки, которые не позволят белорусским предприятиям дальше производить в тех же объемах для России, для российского ВПК необходимое количество продукции. Можна я тут у канспіролага троху поиграюся? Мне прасцей канспірологію та самае раскидывать где-нибудь у палітычных сферы, бо тут я как бы больш нешта ведаю, чым эканоміка, но тым не менш. А калі уявіць сабе, што вось гэтыя неаплаты робяцца адмыслова, каб адмыслова давесці беларускія прадпрыемствы да банкрутства, а потом приходят такие российские грошовые мешки и говорят: так давайте мы у вас выкупим это вот банкротное это предприемство. Такой вариант возможен, конечно, его нельзя исключать, да, если играть в конспирологов. Но мы не знаем на 100%, так это или не так. Это первое. Второе, весь процесс и вот этот процесс состояния банкротства для предприятия — это такой тяжелый, длительный процесс. И последующая его покупка. Я, скорее всего, склонна думать, что это просто какие-то такие текущие бизнес-ситуации, которые возникают, в принципе, в любом бизнесе. Потому что сейчас для России невыгодна любая задержка в производстве товаров и продукции, которую производит белорусский машиностроительный комплекс, приборостроение, допустим, металлургия. То есть им нужно получать в том объеме, в котором они заказывают, в нужные сроки, потому что это вопрос войны, да, вопрос того, насколько они могут обеспечивать вооружением, необходимым оборудованием тех, кто воюет в Украине. И тут, конечно, может быть, может, им и хотелось бы довести белорусские предприятия до банкротства, но мне кажется, что они, скорее всего, это сделают после. Ага. Значит, такі варыянт цалкам верагодны, ну але пасля, калі вот тут разобраліся с этими праблемы пытаннями. Да. Вы не один раз сказали, узгадывали вось гэты рост заробкаў, прычым наколькі я разумею, ёсць такі тэзіс, что варта было б рэжыму уладам спыніць гэты рост заробкаў. Чаму? Якая небяспека? Ну, здаецца ж, это электарат. Ну, ёсць магчымасць узнімаць заробкі, так наадварот, хай узнімаюць, хай радуюцца людзі, што вот нарэшце у іх рост заробкаў. Неважна, што дзесьці на крыві, таму што працуюць на расійскі ВПК, але ёсць жа ж рост, ёсць за што дзяцей у школу собирать. Проблема в том, что рост зарплат у нас не соответствует росту производительности труда. То есть это фактически деньги, взятые из воздуха и выданные на руки людям, которые потом в последующем поступают в белорусские магазины и тем самым провоцируют, перегревают белорусскую экономику, провоцируя все больший спрос на товары. И, с другой стороны, у нас производитель начинает пытаться обеспечить этот спрос тем, что он берет больше кредитов и наращивает производство. Но фактически в условиях ограничения цен производитель не может зарабатывать больше, чтобы наращивать это производство. То есть у него один вариант. Во-первых, он должен платить больше зарплаты, потому что те люди, которые получают больше зарплаты, они же и работают на этих производствах. То есть это больше издержки, но люди не стали зарабатывать больше. Они не приносят предприятию больше денег. Они не производят более эффективно в большем количестве. Они как производители, так и производят дальше. Плюс у тебя ограничения по цене, ты не можешь повышать стоимость при увеличении спроса, как это происходит в нормальной рыночной экономике, для того, чтобы наращивать дальнейшее производство. Ты вынужден брать кредит, и кредит ты вынужден потом погашать. И, соответственно, это приводит к тому, что у нас падает рентабельность, это перегревается экономика, это высокий риск банкротства предприятий, особенно когда это касается торговли, и мы это уже сейчас видим по росту убыточных предприятий. И это огромные риски для перегрева экономики. И в конечном счете это в результате может
просто-напросто привести к тому, что инфляционный навес увеличится рано или поздно, да, чтобы в моменте, когда будут отпускать цены, а их будут в любом случае отпускать, какие-то нерегулируемые цены, мы сейчас видим, что нерегулируемые цены растут намного быстрее, чем регулируемые. И это все будет происходить в любом случае, и это в последующем будет более большой и более сложной проблемой для экономики, чем нежели сейчас, допустим, ужесточить эти условия, то есть оставить рост зарплаты в соответствии с ростом производительности труда, и это не будет, скажем так, это не будет стимулировать так внутренний спрос, и мы немножко потеряем на росте ВВП, но при этом экономика стабилизируется. Ну але маем тое што маем гэты рост пакуль што назіраецца. На ваш погляд, як доўга можа быць працягнецца гэтая тэндэнцыя роста заробкаў і што можа нарэшце как бы яе спыніць? Ну, остановить это может более жесткая монетарная политика. То есть это Центробанк должен изменить ставки по кредитам для того, чтобы кредиты стали менее доступными для населения, и это, соответственно, сократит внутренний спрос. Естественно, я не хочу призывать правительство к тому, чтобы сокращали людям зарплаты. Но нужны совершенно другие меры, которые позволят людям зарабатывать в соответствии с производительностью труда, и чтобы это был хороший обоснованный рост, а не так, что деньги сейчас выплачиваются, и они таким тяжелым бременем ложатся дополнительными издержками на плечи производителей, предприятий, да, собственников предприятий, в принципе. И как долго это будет продолжаться, все, естественно, зависит от правительства Беларуси, от Нацбанка, но это все очень чревато сложными последствиями для экономики. Но мы тут не можем прогнозировать, насколько долго правительство это будет делать, потому что, как видим, сейчас задача стоит номер один — это наращивать производство, повышать ВВП любой ценой. Поэтому пока что я не вижу предпосылок к тому, что, допустим, ужесточится монетарная политика, допустим, в Беларуси. Я не вижу к этому предпосылок, учитывая, скажем так, весь тот посыл, который несет правительство Беларуси: поднять ВВП любой ценой, мы должны вытянуть и обеспечить наращивание производства. Заўсёды вось незалежныя эксперты, эканамісты казалі, што ну пры ўсім там стаўленні да эканамічнай палітыкі рэжыма, ну такого не вельмі такого добрага, але казалі, што у Нацбанку працуюць спецыялісты, людзі, якія разбіраюцца і ведаюць сваю справу. Ну вот яны што, не бачуць тых пагрозаў, пра якія вы гаворыце? Яны не могуць прыняць рашэнні, пра якія вот вы гаварылі? Они как раз-таки все они видят, и неоднократно в своих отчетах это указывали, что это является высоким риском и проинфляционным, и, в принципе, для нестабильной ситуации в экономике. Но при этом было несколько заседаний правительства, на которых было сказано, что банки должны обеспечить льготными кредитами население для того, чтобы обеспечить внутренний спрос. Сначала это были льготные кредиты для белорусских производителей. Сейчас мы уже видим расширение этих льготных условий не только для белорусских производителей, да, для приобретения товаров не только белорусских производителей. И была же предпринята мера поставить во главе банков или надзирающих, назначить каких-то надзирающих со стороны правоохранительных органов, тот же Нацбанк. И, скорее всего, мы видим результат всех этих мер, что Нацбанк все понимает, но у него буквально связаны руки, и он исключительно выполняет постановку правительства обеспечить население дешевыми кредитами и юридические лица. Вы падчас наших папярэдніх эфіраў казалі, што у тым ліку рост заробкаў ідзе дзеля таго, каб прадпрыемствы маглі утрымліваць працаўнікоў. Таму што людзі сыходзяць, людзі з'язджаюць, не хапае людзей і гэтак далей. Я так разумею, гэта тэндэнцыя, яна працягваецца, ёсць праблема з асабліва кваліфікаванымі
працоўнымі спецыялістамі. І мы у звязку з гэтым з вами казалі раней про тое, наколькі верагодна, што пачнуць завозіць, умоўна кажучы, гастарбайтараў з краінаў Азіі, да прыкладу. І ведаеце, мне вот пачалі прыходзіць такія сігналы, што ўжо пачалі заводзіць там з Таджикістана, здаецца, з Кыргызстана, і в асноўным на будоўлі, дзе вельмі не хапае зараз людзей. Наколькі гэта сапраўды можа набыць масавы характар, і наколькі гэта уратуе ад недахопу працоўнай сілы? Это на самом деле очень такая актуальная тенденция, которая будет в последующем продолжаться. Действительно, рост зарплат, он в том числе обеспечивает хотя бы те кадры, которые остаются на сегодняшний день на предприятиях Беларуси, потому что конкурентность огромная на рынке труда. И, соответственно, для того, чтобы наращивать производство, на сегодняшний день у властей остается только один инструмент в доступе. Это наращивать инвестиции в оборудование и машины для того, чтобы наращивать производство. Но он тоже ограничен, этот ресурс, потому что, во-первых, у нас нет огромного количества инвестиций, и нет стран, которые готовы были бы инвестировать в Беларусь. И второй инструмент — это наращивать количество работников, сотрудников, которые будут работать с этими машинами и оборудованием. И когда у нас огромный дефицит кадров, и он в принципе не меняется в лучшую сторону, мы уже на протяжении 3 лет видим сокращение количества занятых в экономике, мы видим огромный дефицит вакансий, да, не дефицит вакансий, дефицит работников, да, и рост вакансий, даже по официальной статистике. И то, что будут привозить и уже привозят работников из азиатских стран, это актуально, это есть, и это никуда не денется. Другой вопрос, что на сегодняшний день зарплаты в Беларуси, они не настолько, допустим, высокие, как в той же России, да? Особенно, например, в сфере строительства. Возможно, будет такая ситуация, что какое-то количество работников приедет, но имея уже опыт, да, поработав в Беларуси, они поймут, что нужно двигаться дальше, куда-то там в Россию, где тоже огромный дефицит кадров на сегодняшний день. Тут может быть много моментов, но в любом случае у нас сейчас дефицит кадров — это условно там более 150 тысяч человек. Это только по официальной статистике. Я себе слабо представляю ситуацию, что в Беларусь завезут 150 тысяч таджиков или узбеков, которые займут все эти вакантные места, условно вакантные. Тем более, если мы говорим, что у нас дефицит кадров, да, в основном там в промышленности, но у нас еще дефицит кадров есть и в других отраслях, где не такие привлекательные зарплаты. И там закрыть дефицит кадров намного сложнее приезжими, чем в той же промышленности, например. Плюс вопрос квалификации этих людей. Если люди имеют квалификацию, они могут разговаривать условно там на русском языке или даже на английском языке, то почему бы им не поехать в другую страну? То есть Беларусь — это не такой уж и рай для работников, чтобы говорить о том, что во всех азиатских странах ждут и надеются, когда их пригласят в Беларусь работать. Нет, так не происходит. Но это большая угроза для Беларуси. Мы с вами разговаривали, что тут еще очень большой фактор социальный, потому что азиатские страны — это в большинстве своем это мусульманская религия, это совершенно другой менталитет людей, и большое количество людей на предприятиях может создать социальную озабоченность, встревоженность сотрудников белорусских, да, тех кадров, которые есть. И все это может просто привести к тому, что это будет социальная напряженность нарастать. Пытанне ад гледача пад нікам Константин Каліна вяртае нас у банкаўскую сферу. Ён пытаецца: в РФ ключевую ставку могуць павысіць до 18%. Ці ёсць прамая залежнасць, каб і ў нас таксама падвышэнне ўбачылі? Прямой зависимости тут нет, но для Беларуси было бы хорошо сейчас повысить ключевую ставку для того, чтобы остановить перегрев экономики.
Будут ли это делать правительство? Я уже ответила на этот вопрос, что сейчас у правительства задача номер один – это наращивание производства. Без дешевых кредитов это невозможно сделать, потому что тогда у нас не будет внутреннего спроса высокого на внутреннего потребления и не будет возможности наращивать производство на экспорт. И вот эти две составляющие, скорее всего, будут ограничивать желание Нацбанка повышать ключевую ставку. То, что происходит в России, там это, естественно, во многом обеспечено ситуацией валютной на рынке и, в принципе, да, ситуацией в стране, когда мы видим, что сокращается импорт, из-за санкций невозможно проводить никакие валютные платежи, и у нас происходит серьезное укрепление российского рубля, и для этого правительство делает различные меры, и в том числе сейчас сокращают обязательства по продаже валютной выручки для экспортеров, уже дважды это делали, и другие меры, да, там Российский банк перестает продавать, сокращает тоже продажу валюты ежедневно и так далее. Спадарня Аліса, патлумачце мне, калі ласка, калі мы ўжо гаворым пра вот эти танныя крэдыты, за той час, пакуль мы з вами не бачыліся, паспела Беларусь стаць сябрам ШОС, Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, дзе галоўны Кітай. Ну вот ты ўжо член арганізацыі, ну вот няўжо ж Кітай, ну і іншыя сябры гэтай арганізацыі не могуць даць па-сяброўску, по-членски, можно сказать, неких там танных кредитов? Могут, конечно, но все эти страны, как в принципе любые страны мира, они адекватно оценивают риски своих инвестиций и риски тех же льготных кредитов. Тот же Китай, когда мы говорим о льготном кредитовании, которое раньше практиковалось очень на высоком уровне, у нас было реализовано много проектов, достаточно проектов в стране, с помощью льготных китайских кредитов. Это и в жилищном строительстве, и тот же Белджили, и другие предприятия, да, и в сельском хозяйстве. Но с момента введения санкций, вот начиная с 2021 года, многие проекты были приостановлены со стороны Китая, инвестиции тоже сокращались со стороны Китая. И эти страны не дураки. Они не будут инвестировать туда, где абсолютно политически нестабильная ситуация, и в любой день страна может быть под железным занавесом. А инвестировать в проекты, которые будут замаринованы внутри страны, ну, абсолютно никому не выгодно. Можно с таким же успехом инвестировать в ту же Россию, да, которая ближе, в которой больше денег намного, и обеспечение тех же кредитов и инвестиционных денег будет намного выше, да, и риски намного ниже. Это посмотреть на тот же Китай, и сейчас, да, вот очень актуальная тема по закрытию границ с Польшей, там, Литвой, Латвией и проблемами на границе, и китайская инициатива «Один путь», да, и в 2021 году, да, был отменен проект инвестиций со стороны Китая по строительству логистического центра для железнодорожного, потому что, опять же, были большие риски с закрытия границ именно железнодорожных путей. Сейчас эти риски опять возникли. И что в итоге мы видим после того, как Польша разговаривает с Китаем и предупреждает о том, что мы можем остановить поток китайских товаров через Беларусь, Беларусь является огромным логистическим путем, транспортным путем китайских товаров в Европу. Европа для Китая один из самых маржинальных рынков. Товары идут через Беларусь, в Польшу, потом в Германию, и оттуда распределяются по всей Европе. И если Польша остановит эти железнодорожные пути, то Китай потеряет огромные деньги. И Китай будет принимать различные меры для того, чтобы не допустить это. И в то же время Лукашенко, который очень сильно зависит от китайских инвестиций, от китайских проектов, от, в принципе, сотрудничества с Китаем, тоже будет делать многое, практически все для того, чтобы Китай остался доволен. И чтобы эти инвестиции, и хотя бы в тех объемах, которые есть на сегодняшний день, продолжали идти в Беларусь. Ой, слухайте, ну, господарня Аліса, каб Китай заставаўся даволен, Лукашенку трэба было зрабіць адно, выпусціць Анджэя Пачобута, але яно гэтае не робіць.
Ну, он пока играется в игры, но зато он остановил миграционный кризис. Ну, остановил, это, конечно, громко сказано, да, но на границе мигранты пропали, исчезли, их просто не стало. Да, и Ну, я б не сказаў, што не стала. За гэтыя выходныя было 138 спроб перайсці нелегальна мяжу з Беларусі у Польшчу. Гэта пры тым, што ў мінулыя выходныя было 60 толькі такіх спробаў. Ну, конечно, такие попытки будут. Мигранты завезены в Беларусь в большом количестве, их готовят. Они планируют серьезно сейчас проход, то есть это не так, как было раньше, они пошли толпой и накинулись на эту границу. Но в любом случае этот поток снизился, сократился существенно. Плюс Польша действует очень правильно в отношении Беларуси, она давит на все места. С одной стороны, она создала все условия, чтобы санкции соблюдались. То есть это и в отношении юридических лиц, и физических лиц введены ограничения. Даже сейчас ту же розницу, которую частники там пытались каким-то образом привозить и перепродавать на территории Беларуси, там технику какую-то, еще что-то, уже это сделать практически невозможно. И с другой стороны, они угрожают тем, что они перекроют торговые пути для Китая. И Китай, естественно, имеет огромное влияние на Беларусь, потому что в Беларуси все равно есть китайские инвестиции. И для того, чтобы они продолжались, Лукашенко будет важно сохранить эти инвестиции и пойти сделать так, чтобы Китай остался доволен и чтобы «Один пояс, один путь» проект продолжал действовать. Я все ж таки яшчэ раз звярнуся да тэмы магчымага закрыцця мяжы Польшчай. С аднаго боку, калі мы кажам пра кітайскі транзіт, ён здаецца вялікі, але з другого боку, калі паглядзець на увесь аб'ём, то праз Беларусь ідзе, здаецца, толькі 5% кітайскага экспарта ў Еўропу. 5%. З другого боку, да, гэта все-таки довольно сур'ёзная колькасць тавараў, якая патрэбна той же самой Европе, той же самой Германии, Франции и всем астатнім. И хто ж дасць тут Польшчы, вся астатняя Европа, маю на увазе, взять и перакрыть сваім толькі рашэннем? Прыйдзе Шольц и скажа: товарищ Дуда, как-то вот мы не хотим гублять свои гроши. Я согласна с вами полностью, потому что если мы посмотрим на рынок той же Германии, то поймем, что если там перестанут продаваться китайские товары, то инфляция вырастет там просто в огромных размерах, они не успеют и угнаться за этой инфляцией. И что китайские товары в том числе обеспечивают низкий прирост цен, потому что они просто-напросто дешевые для немецкого потребителя. Согласна с тем, что Польша навряд ли в состоянии сделать это в одностороннем порядке, но при этом сейчас очень напряженная ситуация из-за военных действий, и мы наблюдаем, что многие политические решения принимаются, скажем так, обосновываясь на отсутствии безопасности военной, и это преобладает перед экономическим преимуществом на сегодняшний день во многих политических решениях. Поэтому тут очень спорный момент, как будет поступать Польша, сможет ли она это сделать, не сможет, и как на нее будут влиять. Но в любом случае Польша будет угрожать этим и будет пытаться каким-то образом повлиять на Беларусь. И с другой стороны, Европейский Союз вводит санкции, и Польша, как член Европейского Союза, обязана обеспечить все условия для того, чтобы эти санкции соблюдались. И поэтому то, что она делает сейчас на границе, она может это просто обосновать тем, что мы останавливаем поезда с китайскими товарами, потому что у нас есть подозрение, что там идет санкционная продукция. И она имеет право законное на это. И это задерживает пути, там товары идут теперь не 10 часов, 20 часов, а будут идти по 3 суток. И это все, естественно, увеличивает издержки и для Китая, и для других стран. Для Беларуси важно не количество транзита, да, товаров через Беларусь саму, а количество тех инвестиций и проектов, которые реализуются для транзита.
потому что это и инфраструктурные проекты, это и тот же Великий Камень, да, который все пытаются разогнать каким-то образом. Пусть там на сегодняшний день там цифры небольшие, налогов там в 2022 году поступило только 80 миллионов белорусских рублей. Это цифры на самом деле не такие существенные, но они пытаются разогнать эти проекты для того, чтобы они приносили больше денег в бюджет. И как раз это самое главное. Там, где идет проект «Один пояс, один путь», есть огромное количество инвестиций не только со стороны Китая, но и со стороны других стран-участниц для того, чтобы инвестировать в проекты, в инфраструктурные, в обеспечивающие вообще весь процесс этой торговли, да, через этот путь. Поэтому это намного более интересно, чем то, что, ну, окей, Германия не получит китайские товары, да, и у нас тут все закроется. То есть Беларусь потеряет намного больше. Хацелася б все ж таки ваше меркаванне пачуць вот наконт узгаданых абноўленых санкцыйных спісаў. Гэта не Польша там придумала нейкія там тавары унесці ў спіс і не пропускаць. Гэта на ўзроўні Еўросаюза было прынята рашэнне, вялізны спіс тавараў, якія забаронены да правозу як у один бок, так і ў другі бок. Прычым калі ёсць тавары сапраўды, якія пры жаданні можна выкарыстоўваць у якасці там под двойного прызначэння, то есть у тыя, ну якая здавалася б, ну што іх забараняць, там якія-нибудь дываны, умоўна кажучы. Як вы лічыце, навошта это зроблена і як это паўплывае на сітуацыю у Беларусі і на ўзровень жыцця беларусаў і на, можа быть, настроі беларусаў? Конечно, это с одной стороны, как мне кажется, Европейский Союз это делает для того, чтобы соблюдались все санкционные решения, да, которые были приняты в отношении России и Беларуси, для того, чтобы остановить импорт в Беларусь и потом в последующем экспорт в Россию этих товаров, да. И тут такая больше социальная составляющая, чтобы граждане Беларуси и России задумались и наконец-то ощутили вот этот эффект санкций, который все никак никто не может ощутить в том плане, когда были запрещен ввоз предметов роскоши, бытовой техники, да, каких-то технологий, которые касаются непосредственно обычного потребителя, да, мобильных телефонов, там, телевизоров, холодильников и так далее. Но с другой стороны, к сожалению, эти санкции действуют в обратную сторону для граждан Беларуси и России. С одной стороны, и Беларусь, и Россия больше тогда начинают отдавать предпочтение китайским товарам, и зависимость Беларуси и России возрастает от Китая. С другой стороны, это трудно называть озлобленностью, да, но люди становятся недовольными, и они начинают злиться не на Лукашенко, потому что и на правительство Лукашенко, потому что это просто-напросто опасно, да, в рамках Беларуси, когда ты живешь в Беларуси. Они начинают быть озлобленным на правительство ЕС, что вот они делают все так, что хуже становится не правительству, а простым гражданам, и что санкции не работают. И, к сожалению, тут с людьми трудно не согласиться. По факту, что мы видим, да, потому что страдают обычные граждане. Те, кто приближены к режиму Лукашенко, чиновники, там еще кто-то, у них есть возможности выехать за границу, купить и приобрести любые предметы роскоши, ввести подсанкционные товары совершенно другими путями, через Турцию, Грузию там, и так далее. Да, это стоит намного дороже, но у них есть на это возможность. А страдают как раз-таки обычные граждане. И тут очень спорный момент. Да? С одной стороны, вот ЕС думает, что вот сейчас они ведут и ожесточат эти условия и накажет тем самым правительство, потому что население будет озлоблено на правительство. Но, к сожалению, это действует совершенно в обратном пути. Ну да, конечно, потому что с одного боку тут хочуць санкцыі увесці неяк націснуць нібыта на рэжым, з другога боку беларускі лес, які ідзе з казахскімі накладнымі, как-то вот ім не перашкаджае і мяжу праходзіць і не ціснуць потым это табурэткі з этого леса зробленыя. Ну, это очень сложный момент, потому что Европейский Союз — это большой, скажем так,
Институт, который не может решать задачи очень быстро, да, и какие-то проблемы, которые возникают. Когда они понимают, что где-то санкционка идет, им нужны доказательства, им нужно собрать 800 комиссий, которые соберут все эти документы, выяснить, через какие подставные компании это идет. И как только они принимают решение о введении санкций против этих компаний, тут же организовываются новые подставные компании, там прокладки через какие-то третьи страны, и все равно это подсанкционка идет. И весь этот процесс очень долгий. Да, иногда это занимает там полгода, 8 месяцев. И за всем уследить, ну не то, что невозможно, это их задача следить за тем, чтобы санкции соблюдались. Но пока на сегодняшний день не существует механизмов, которые бы работали на 100%. Для того, чтобы санкции выполнялись со стороны всех стран, которые обязаны их выполнять, и те страны, которые, ну, по крайней мере, должны опасаться вторичных санкций, да, в виде там Казахстана и других стран. Это, скажем так, не политика двойных стандартов, но это очень сложный механизм, который, к сожалению, очень медленно работает. Ну что ж, давайте нарэшце до нашай любимой тэмы курс валют. Пытанне ад Максіма. Як вы лічыце, ці зараз адпавядае курс валют рэальнаму становішчу? Чытаю меркаванне, што праз санкцыі на маскоўскую біржу курс там не адпавядае рэчаіснасці. Ситуация следующая. В Беларуси курс скорее соответствует реальному курсу, потому что он у нас регулируется рыночно на основе спроса и предложения. Другой вопрос, что сейчас сократилась необходимость в валюте из-за того, что введены санкции, из-за того, что мы не торгуем с Западом, из-за того, что у нас нету тех объемов импорта, которые, допустим, были раньше. И поэтому сокращается спрос на валюту, и, соответственно, мы видим, что изменение курса происходит ну, не как в 2011 году, допустим, да, сравниваем с такой более шоковой ситуацией на валютном рынке. Более 80% расчетов в Беларуси происходит в российских рублях. Более 80%. И, соответственно, когда у нас происходят расчеты в российских рублях либо в юанях, у нас есть спрос на эту валюту, а не на доллары и евро. Евро вообще у нас под санкциями, и практически никаких операций в евро не происходит. Поэтому сейчас, да, курс соответствует действительности. То, что происходит в России, это совершенно другая ситуация. Там тоже, с одной стороны, там запрещен вывоз капитала, вывод капитала за территорию России. Там сокращение импорта. И образовалась невостребованная валюта на внутреннем рынке, которая просто никому не нужна по тем же причинам, что Россия сейчас в основном все операции производит в российской валюте, да, экспортные и импортные. И, соответственно, из-за этого вот сейчас укрепляется российский курс, но при этом мы должны понимать, что, допустим, укрепление российского рубля не очень выгодно для правительства России, потому что от этого страдают экспортные доходы российские и доходы бюджета. Поэтому в любом случае мы сейчас не будем наблюдать укрепление российского рубля до бесконечности и обесценивания доллара. Власти будут предпринимать меры, и сейчас уже они предприняли, то есть это сокращение процентного соотношения, да, обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80 до 40 в 2 этапа они сократили. Банк России сократил там, порядка на 20%, не помню точно, но тоже на существенную сумму ежедневную продажу валюты на рынке внутреннем. И все это, естественно, влияет на то, что рубль укрепился, но при этом меры для стабилизации курса, чтобы он оставался ликвидным, они производятся, да, со стороны правительства. Плюс нужно учитывать, что чем выше курс российского рубля, тем менее выгодные российские товары становятся, они просто становятся дорогими за рубежом и теряют свою конкурентность по сравнению с другими товарами. Поэтому в любом случае будут приниматься меры для того, чтобы курс стабилизировать в России. А для беларускіх вытворцаў высокі курс российского рубля выгодны? Да, тоже выгодный, потому что мы продаем в основном все в Россию, и когда у нас курс наш белорусский увеличивается по отношению к российскому, то есть укрепляется белорусский рубль,
по такому же принципу наши белорусские товары становятся невыгодны для России. И мы проигрываем в конкурентной борьбе с теми же китайскими товарами. Поэтому, когда у нас укрепляется российский рубль по отношению к белорусскому, это выгодно для белорусских экспортеров, потому что белорусские товары становятся дешевле для российского рынка, и их закупают в большем объеме. Тым не менш, мы назіраем такую сітуацыю, што курс долара, як там было напісана в адной навіне, на дзіва нізкі. Гэта момант, каб, ну, калі раптам у кагосьці ёсць запасы беларускіх рублей, бегчы в обменнік і мяняць іх на долары. Возможно, да. В любом случае иностранная валюта остается хорошим инструментом для инвестиций. И сейчас изменение, а именно снижение курса доллара обусловлено определенными факторами. Это вышедшим отчетом по инфляции в США, которая показала отрицательные данные месяц к месяцу, и по итогам годовые данные 3%, по-моему, и ФРС обозначили, что, скорее всего, осенью будет происходить снижение учетной ставки, и, то есть, и на фоне этого происходит на мировом рынке снижение, да, доллара. И, соответственно, мы видим отражение этого сейчас. И плюс, конечно, наш курс доллара зависит от курса российского рубля, который существенно укрепился, да, в последнее время. Но это все ситуация такая в моменте. Плюс сейчас у нас летний сезон отпусков. И в сентябре уже ситуация будет меняться, и мы будем наблюдать рост курса доллара в Беларуси. Он не будет значительным, резким там и каким-то супермасштабным, но в любом случае доллар будет прибавлять в цене по отношению к белорусскому рублю. Так, спадарыня Алиса, давайте по тэрмінах конкретно вы з вами разберомся, каб, ну, даць людям магчымасць, так, добрую подказку. Бегчы ўжо сёння ці пачакаць яшчэ заўтра, паслязаўтра, каб курс долара яшчэ упаў, і потым как бы здаваць, каб наварыцца не раней там за 15 верасня ці пазней уже трошку? Сдавать точно позже, 15 вересня. По поводу покупки очень сложно сказать, ожидать до августа, потому что сейчас происходят моменты, которые мы не можем предсказывать. Да? Какие-то санкции против московской биржи, которые тоже могут приводить в моменте, да, там, к волатильности. То есть мы пережили за 3 недели эту ситуацию. Но мы не можем гарантировать, что таких ситуаций подобных не будет там, через неделю или через 2. Что Европейский Союз или США не предпримет какие-то новые очередные меры, которые дестабилизируют валютный рынок в краткосрочной перспективе. Поэтому очень сложно об этом говорить, но сейчас достаточно низкий курс. Предпосылок к тому, что курс будет еще ниже по отношению к российскому рублю или к белорусскому, нету. То есть это возможно снижение там, на 0,05% и потом возврат к этим суммам. Но существенного снижения пока не видно. Да? И поэтому, возможно, сейчас и хорошее время для покупки валюты. Но, естественно, продавать ее нужно будет позже, 15 сентября. Ну, гэта зразумела. Але я тады вярнуся, ну, можа, дадзіце яшчэ одну параду. Гэта датычна крэдытавання. Можа быть, зараз час узяць які-нибудь крэдыт на покупку ці пабудову, на, я не ведаю, кватэры, да прыкладу, каб потым, калі вот пасля верасня там усё вот как бы вот ты уже раз і у выигрыше будешь. Ну, насколько мне известно, сейчас все кредиты предусматривают изменения, и инфляционные изменения, и валютные изменения. Но в любом случае, да, с учетом того, что сейчас происходит неимоверный рост реальных зарплат, что сейчас кредитные ставки на максимально низком уровне, и у людей, у которых есть доступ к получению кредита, то почему бы и не сделать это? В любом случае, в дальнейшем, если Нацбанк все-таки настоит на правильных экономических решениях, в любом случае ставки будут повышаться по кредитам. И сейчас наилучшее время для того, чтобы брать кредит и что-то приобретать, в том числе недвижимость или какие-то другие товары, которые необходимы. Со стороны населения видно, что ожидание того, что изменится ли, будет ли продолжаться
рост зарплат в таком же темпе, то мы видим по количеству взятых кредитов новых, да, и по росту задолженности кредитов по потребительским кредитам, то люди ожидают, что ситуация будет оставаться стабильной в этом отношении. И, в принципе, да, сложно сказать, пойдут ли власти на снижение сейчас зарплат, учитывая огромный дефицит кадров, что приведет еще к более худшей ситуации. То есть в данном случае, да, в данной ситуации у властей связаны руки, и они, если бы, может быть, и хотели бы, да, перестать наращивать зарплаты таким темпами, то у них просто нету шансов, как удержать людей на работе. И поэтому, скорее всего, да, ситуация в этом будет стабильная, будет продолжаться рост зарплат в ущерб бюджету и белорусскому бюджету, но это будет. И, скорее всего, да, сейчас наиболее выгодный момент для того, чтобы взять кредит. Ну, ось, наш глядач ці глядачка под нікам Ружа сцвярджае, што рост заробкаў ужо скончыўся, што прадпрыемствы праелі абаротку, стаўка рэфінансавання 9,5, а ў РФ 15, ну і што нельга нічога купляць, піша Ружа, трымайце кэш, дапаможа выжыць. Тут тоже есть правда, и это то, о чем я говорила. Да? Многие предприятия, тут же все зависит от отрасли, о которой мы говорим. Если мы, допустим, возьмем предприятия торговли, да, либо производственников каких-то, у которых ограниченные возможности по наращиванию цен, это то, как раз о чем я говорила, когда издержки предприятия растут, и покрывать уже их невозможно, кроме как за счет кредитования, которое тоже нужно погашать. И это все может привести к риску банкротства предприятий. С одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, нужно смотреть на отрасль. Если человек понимает, что он работает в сфере торговли, что ситуация такая нестабильная, это одно. Когда ты работаешь, опять же, тоже, если брать военно-промышленный комплекс или любое промышленное предприятие, да, которое работает на обеспечение ВПК, то тоже ситуация зависит никак не от белорусских предприятий, потому что через полгода война закончится или даже через 2 года война закончится, и ситуация кардинально изменится на предприятии. И будет более худшая ситуация. Поэтому человек должен исходить из своей жизненной ситуации, да, то, где он работает, в какой должности он работает, какие у него есть подушки безопасности, если они, да, в случае взятия кредита. Но если мы говорим в общем, то сейчас самые выгодные условия по кредиту, и учитывая рост зарплат, то, наверное, сейчас момент, когда можно взять этот кредит. Дякую вялікі. Ну вось такі аналізы, такія парады ад нашага шаноўнай эксперткі, спадарыні Алісы Рыжыченко. Так што карыстайцеся. Ну, калі маеце сваё меркаванне ці асцерагаецеся, то не карыстайцеся, але ў любым выпадку слухайце, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, пакідайце свае каментары. А я спадзяюся, што са спадарняй Алісай мы будзем бачыцца часцей нашим гледачам, а мне асабіста падабаецца яе аналіз, яе ацэнка сітуацыі. Дзякую вялікі, спадарня Аліса, да сустрэчы. И вам спасибо, до свидания.